Захоронение аланского вождя, царя. Крупнейшая находка в чеченском селе Алханкала. Русские забирают, воруют наше золото и наши артефакты. Вот так всю историю русские присваивали чеченскую историю и приписывали ее другим. Оказывается, аланский царь, чеченец и аланы — это чеченцы. Какая печаль для любителей приписывать чеченскую историю себе. Заметили, что в русских новостях повсюду молчание. Если бы не телефоны и социальные сети, мы так и не узнали бы. Русские спокойно, без лишних глаз и сенсаций, забрали найденные артефакты, а через московские диаспоральные связи все это было бы приписано осетинской и грузинской истории. И, безусловно, такое уже много раз делали с чеченскими артефактами, особенно в годы ссылки всего чеченского народа в Среднюю Азию Советским Союзом, когда все чеченское достояние было украдено русскими и ближайшими соседями чеченцев. Вот аланский царь укомет ты чудо был золотой украшение, вот кинжал, да, стеклянная чаша. Это надо будет почистить, конечно, еще. Это ожерелье, да. Это у нас тоже. Это было украшение женское, и это было, видимо, приношение усопшему мужчине от его родственников. Оно было не на погребенном, а лежало отдельно. Мужчины такие не носили. Это отдельно лежало, да? Они носят на шее ожерелье. А это значит, что ему посвятили свои посмертные дары его близкие. Женского пола. Да. Женщина, да. О, жена, сестра. Ну да. А как вы думаете, эти цепи где изготовлены? Здесь или это тоже привезено? Я думаю, привозные, потому что именно сама Шишин сам говорит, что я вален шишин. а сколько подвески, а сколько... Да. Потому что это довольно сложно. Я думаю, что это могло привезено откуда-нибудь, может быть, из Закавказья. А почему нельзя было их вместе сделать? أبتي والسلام عليكم. هنزا تلويدني شو تعمل قياتشات. ونخش أمامك. ورش إشتنيح. كورت بول. إشليرك شدو. هرتان ليبارد نزنا تاتا. كشاشي كورت بول. إشتباكم ما تيجي. يحقها بو. Точно, хуй штат, с Москвы бехкан чена, что седло ел предположение охун. Хокчуа говорит даюэлан. Говорит даяхкан охчуол шерт уга. Шерт уг метр бу. Хокчуа ди говорит шерт дохчую. Короче, херстеклянный чаш, 4-3 век дубок, Москва бехкан чаш. На сегодняшний день بأكثر من الشاشبات تردو هذا هاستير كل سويود توميو إذا لا هيس يكره ديخ كتير بلاخيو هذا دشيو إيش تردي إذا دشيو إذا مروج Рубинш, деши, цепочка, ряды докучал. С Москвы, бехканец. Не то, что в России. Дуньян чо харсан разграбить, и ну харсан дорогой, наследник Валах. Я царь хиля, что оба царь, что хилиш я цба Москва, бехканец арбо из Исметр. Что я хкан хилах царь, ё это арка якна. Харприта дуаватина иш ступенш чукук что шхочхте дуцер иш шотки цатани иш талио ступеншу ё иш талио ступенш. Короче, иш это цанах корень отбахка. Первый корень укор иш целости и сохранности. Алханкала.
Горчащий, гори интересный. Вот выемш. 3-4 веке. Огромный удалось бы представить. Вот это кольцо, смотри. Азамат, патин был куда чахом, патин был. Ну, Равшинсон умеется. И что, он был стекло. Кольцо уже положили, да? Вот здесь вот. Это берем. Оттуда шляют, дышим. А, хорошо. А вот это? Это сейчас, да, это есть. Так, время, подожди. Вот здесь лежал. 30 сколько было? 38. Запоминай цифры последние. Ох ты, аж воздух, чашки ты аж. 38. Воздух аж. Сейчас телевизионники все убежали, но кто быстрее, сейчас по новостям, да. Кто скинет быстрее. Вот этот предмет, Зухра, оставляем или потом? Что это? Вот здесь лежит вот этот предмет, вот здесь. Это же тоже, это А ты, парное, вот да. что-то было. А ты его один два номеров, да? Ну как его зовут? Давай снимем его тоже. Давай. 38, 39. 39, нет, 39. Дела, Азамат. Вот эту пряжку. Султан не шушин, дунянча, цанин цакали, кадик дохком дахти. Дерется она. Да, молодец. Вот эту пряжку. Стояды дох. Ты его сейчас наверх поднимаешь? Да. Вот эту вещь. 41. Есть у нас? Вот этот пример. Аргори, кечеш. Он золотой? Дыши, дети, ушью. Да, он золотый, есть какая-то, как вроде в виде какого-то креста какой-то, есть еще это смотри. Я правда рисунок не учился в Америке. А так да. Какой номер? Мама. 41 последний. Хорошо, мама, давай вот этот вот снимем 100%. Мне это очень, он очень это. Стол код ручной. Вырезать пин. Шкатулки. 42. И У кончик. меня тоже есть пряжка. Ну ее потом какой себе будем разбирать, что дадим. 42. Вот это от меча, который вот уберем. Рубиниш, рубиниш. Там 4 года было. Склеп свод. 53, по-моему. 54. Корчу яжда лат. Добра, 54 кольцо вот это. Ага. Вот здесь оно находилось. Потолок вот. Острый, как склеп она была. 55, Зухра, вот эта пряжка. Вот эта подножкой. Ритуальные действия с ним. Я думаю, Даже внутри как глаз какой-то красный камень, да? это да, скорее всего, гранатик какой-нибудь. Вот эти бронзовые, да? Нет. Это все в основе серебро. Вот эти вот важные. Да, вот эти большие. Это украшения какие-то ремни. То есть брун, вот это еще не все, там остались пластины. Вот наконечник ремня. Очень интересно. Разрешите мне его глянуть? Наконечник ремня. Виноват. Понятно, да. Наконечник подвески, да? Там есть еще один наконечник, Владимирович. Характерный для Сейчас я догонского вам покажу времени. его. Сейчас еще один очень интересный. Это хорошие тоже хроноиндикаторы. Это все. Вот этот, Владимирович, посмотрите, вам будет интересно. Смотрите, он вот такой вот. С подвеской. Да, это необычно. Он тоже в составе сбруйных был. Да, тоже инспектировано. Да. Это очень необычно. Да, сейчас только, да. А вот этот хорошо почищен, смотрите. Мгм. Да, вот это лучше снять, потому что немножко в грунт.
Здесь представлены как предметы сбруйных наборов, предметы одежды и подношения, посмертные усопшим. Вкратце, золотые пряжки. Эта пряжка была поясной, изготовлена из литого золота, лицевая сторона щитка сделана в технике перегородочной инкрустации, и в виде ставок использовался гранат. Похоже, пряжка более простая по своей орнаментике, и здесь небольшая пряжка. Они входили в состав обувной гарнитуры, поясной гарнитуры и портупейной гарнитуры. Теперь здесь это предмет называется бутероль. Это окончание ножен меча. Ножны были оформлены в виде золотой фольги. Деревянные ножны были оформлены золотой фольгой, чтобы подчеркивать тоже статусность захоронения. Из предметов украшений сбруйных наборов обратим внимание на крайне редкие уникальные находки вот таких бус, стеклянных или из турмалина. Анализ должен показать. Если стекло, то это очень высокое качество, потому что оно не покрыто патиной, концы которого были оформлены в виде золотой фольги со вставками тоже граната. Подобных бус для этого времени никому не известно. Тоже редкая форма украшения сбруйных ремней, полиэдрические бусины, декорированы также в технике перегородочной инкрустации гранатами. К сбруйным наборам также относятся наконечники подвески ремней, изготовленные из золота и также в технике перегородочной инкрустации. Пряжки и наконечники ремней позволяют дать вполне хорошую качественную дату в рамках второй четверти, второй-третьей четверти IV века. Обращайте на себя внимание золотой литой браслет, который был при погребенном. Подобные браслеты встречаются не только в женских захоронениях, но и иногда в мужских. Кроме того, встречены два предмета женского костюма. Подобного рода цепочки, ожерелья из тонкой из тонкого золотого прута, изготовленные плетением с подвесками. Подвески декорированы гранатом. Эти две подвески, скорее всего, являются приношением близких родственников женского пола усопшего своему родственнику, своему дорогому человеку. Они лежали не на погребенном, а отдельно около его ног. В данном случае это подчеркивает, что это предметы были не характерны для мужчины. Безусловно, это женский костюм. Спасибо, Владимир Ильич. Да не за что. Вам спасибо. Столько слушать. Что мы без вас делали? Да,